Ваш любимый спортивный подкаст Пари Лайф на канале Пари Матч. Это дзюдо, это вообще ошибку не прощает. Баранина допинг считается, нет? Ощияк-баяк. Никто так не попадает в Олимпиаду. Олимпиада не чемпионат области. Ты там будешь. И тебя будут поддерживать. Национальный борьба Гуштингири. Гуштингири просто взял за пояс и давай. У меня сел олимпийский медаль. Пари, пари. Всем привет, народ, с вами Умит Абдулаев, и это тот самый ваш любимый спортивный подкаст Пари Лайф на канале Пари Матч. Для тех, кто не знает, это тот самый подкаст, который вы любите. Я еще раз, да, это сказал, Бузург? Ну ничего, не вырезай это, пусть все запомнят. Ребятки, мы начинаем, это второй выпуск, и второй выпуск у нас очень крутой, мощный, заряженный, потому что у нас сегодня в гостях человек, который олицетворяет фразу «Я тебя сейчас вот с подсечки как воткну в землю, да, потом не устанешь». Человек, который, который родился с фразой «кинуть через бедро». Это, друзья, вы поняли, кто это? Нет, не поняли? Ладно. Тогда скажу. Друзья, у нас в гостях прославленный таджикский дзюдоист и самбист, мой земляк, что по стране, что по малой родине, Комромшох Устаперион. Давайте вы там поаплодируете, мы тут поаплодируем. Ну что ж, привет, брат. Приветствую всех. Как ты? Нормально. Как настроение? Все отлично, все супер. Такое ощущение, как будто ты после тренировки такой расслабленный, изи, релакс поймал. С дорогой. Только С дороги. Да. Как дорога там, кстати? Нормально. Дорога. Я просто в Пролетарск хочу поехать. Да. Нужно же спросить, да? Там сейчас очень красиво. Окей, Комраншо, слушай, у нас накопилось несколько вопросов к тебе. Не только у нас, кстати, еще и у наших подписчиков. Первый вопрос. Так как ты дзюдоист у нас, да, а перешел ты из дзюдо, то есть в дзюдо из самбо, верно? Из самбо в дзюдо. Такой тогда вопрос, почему ты поменял этот вид спорта? Почему не продолжил в самбо? Дзюдо — это олимпийский вид спорта, а самбо — это не олимпийский вид спорта. У нас в районе, у нас в клубе, где я жил, только мы самбо занимались. Потом я выиграл 4 раза подряд первенство мира, 2 раза среди юношей, 2 раза среди молодежи. Ну, потихоньку ездил на сборы за границей. И там конкуренцию видел очень высокую по дзюдо. И как раз в те времена у нас призер Олимпиады стал Расул Бакиев по дзюдо. Было дело, помню. Да, в Пекине Олимпийские игры. Потом я изучал дзюдо и потихоньку с отцом, с моим тренером и с братом мы решили на олимпийский вид спорта, дзюдо, дальше карьеру продолжить. Ты не жалеешь? Нет. Ну какие могут быть сожаления? Ё-моё, человек уже столько раз выступал на Олимпиаде. Слушай, тогда такой вопрос, да? Недавно, как мы с тобой знаем, рейтинг был обновлен, верно, дзюдоистов. И получается, что в весовой категории до 90 килограмм ты у нас набираешь 2515 очков, верно? Скажи мне, сколько тебе очков осталось до того, чтобы пройти квалификацию в 24-й год в Париж? В Олимпиаду 90 килограмм претенденты общий больше 300 человек. И 300 дзюдоистов, не спартанцев. И из них попадает только 22 в Олимпиаду. Вау. Сейчас я нахожусь в мировом рейтинге 16. На 16-м месте. Да. Это получается, тебе сколько еще очков осталось? Если, например, да, будет через месяц Олимпиада, я уже попаду. Ты уже попал? Я в 16, я говорю уже 22 человека. 22, ты 16. Кроме этого, каждый месяц почти у нас есть соревнования, вот Гран-при, Гран-шлем, они дают очки. Кстати, а вот мне всегда было интересно, как эти очки выдаются, сколько выдается за например, континентальный чемпионат Азии дает 700 очков, Гран-при дает тоже 700 очков за золото, Гран-шлем 1000 очков, Мастерс 1800 очков, а чемпион мира 2000 очков. А за участие тоже дает 20 очков, если за выигрыш 40 очков, второй круг, третий круг, это потом они разделяют очки. А потом, после соревнования, кто сколько очков набрал, потом рейтинг составляет, из них кто
например, у нас тяжеловес, Тимур Рахимов, он сейчас в мировой рейтинге в первый стоит. Красавчик. Тимур, он у нас в данный момент сейчас впервые, я в 2017-2018 был топ-3 в рейтинге, а сейчас Тимур в мировом рейтинге лидирует тяжелый вес. Ну, красавчик. Это, кстати, повод для гордости, ребят, что, Тимур, ты молодец, давай там, дожимай дальше. Как раз-таки вот, да, кроме тебя и Тимура, у других соотечественников наших есть шансы попасть туда на Олимпиаду? У нас 81 килограмм сейчас конкуренция. Сомон Махмадбеков есть у нас. Недавно он тоже призер большой шлем в Ташкенте был. И Шодмон Ризоев в прошлом году на чемпионат Азии был серебряным призером. И 73 у нас Бехрузи Ходжазада тоже он. Из самбо в дзюдо пришел, чемпион мира в 2017 году. И 66 у нас чемпион мира среди молодежи Эмомали Нурали. И он, кстати, недавно тоже выиграл золотую медаль в Гранд Шлем Ташкенте. Он тоже сейчас, если не ошибусь, он в мировом рейтинге тоже топ-20. Топ-20. Ну, слушай, получается, наши дзюдоисты-то, они У крутые. нас у всех есть шансов. Сейчас и 90 килограмм тоже у нас есть молодой, перспективный Джаунгир Маджидов в моей весовой категории. У нас сейчас кто в рейтинге впереди, тот поедет в Олимпиаду. Это никто не решает из нас. Тот, кто хорошо выступает на соревнованиях, хорошие очки зарабатывает. Кто впереди в рейтинге, топ-20 попадает, топ-22. Топ-22, и тот и пошел на Олимпиаду. Да. Ясно. Слушай, а вот, ну, есть же, да, такое, что есть подсуд в любом виде спорта. Когда, да, дают. Вот как часто это в дзюдо происходит? И вообще, были ли у тебя моменты вот в схватках, когда вот ты вот явно выиграл, но почему-то победу отдали твоему сопернику? Ну, бывает иногда, вот, например, вот в последнее соревнование в конце года был в Мастерс, топ-16. Позвали нас на соревнование Мастерс. Я боролся с действующим чемпионом мира. Я его бросил, там все видели, там до сих пор. Там была оценка, но судьи не дали, потому что он был действующий чемпион мира. Ну, чуть-чуть помогает, да. Не полностью, но они там... Ну, есть, да, какая-то доля вот этого процента, типа ну, авторитет. Ну, чуть-чуть лидерам помогает, да, вот насчет оценки, не оценки, замечаний. А у тебя было такое, что вот ты вроде как проигрываешь, но в итоге ты выиграл? Ну, было несколько раз. Я вначале падал, например, на оценку в Азаре, потом в конце я его бросил на чистой победу. Еще был такой случай, я вел схватку до конца. 10-15 секунд осталось, я тоже проигрывал. Это дзюдо, это вообще ошибку не прощает. Да, дзюдо, кстати, очень интересный вид спорта. Я как-то в ХГУ участвовал под дзюдо, вот это вот межфакультетное соревнование, да. 2013 год был. Знаешь, когда участвовал? Как раз, кстати, я участвовал после турнира, который проходил у вас в зале на 23 февраля. Я тогда проиграл одному парню, тоже, кстати, по ошибке в боевом самбо. Если я выступал с температурой 42 градуса, вот, но я ему проиграл чисто потому, что решил его на бедро бросить, немножко не рассчитал, нога подскользнулась. Через грудь бросил. Он в удержание пошел, и все, с этим, короче, вот так вот я и проиграл первые свои соревнования в жизни. Но вот после этого я решил попробовать себя в дзюдо, и я понял, что это не мое. Почему? Потому что дзюдо очень сложно, я сразу скажу, это сложный вид спорта. Насколько я знаю, там прям жесткие правила, там многое нельзя, да? Да. Дзюдо сейчас где-то, если не ошибусь, больше 150-160 стран участвуют в Олимпийских играх. Очень конкуренция высокая. Сейчас новые правила там. Раньше можно было за ногу держать, бросить, сейчас нельзя, только сейчас классика, да, отворот и классика. Типа. Сейчас везде. Раньше, например, мы с пакистанцем или с тайландцем или с Индией или с какой-то стран европейской подгруппа у нас первый круг, второй круг, мы обрадовались, что есть у нас один слабый соперник.
Сейчас везде конкурент, все нанимали Хороших хорошие тренеров, да? тренера, специалисты, они сейчас все работают, даже вот этот Таиланд, например, раньше обрадовалась, Пакистан, этот, везде, вот стран, которые не очень сильно развиты, сейчас они все работают с хорошими, они все наняли японских тренеров. Как раз таки, а дзюдо, кстати, это же японский, да, вид Да, спорта? да, это национальный японский вид спорта. Национальный японский вид спорта. Ну, слушай, если уже отменили удержание за ноги, я думаю, что в скором времени, да, если вот такие правила будут продолжаться, то в скором времени дзюдо будет примерно на ментальном уровне, просто двое человек друг против друга будут стоять и глазами пытаться повалить просто. Похож будет на наш национальный борьба Гуштингири. Гуштингири просто взял за пояс и давай его. Кстати, наш национальный вид спорта, это тоже сейчас международный стал. Официально уже несколько, где-то около 10-15 стран федерацию открыл. Недавно в Швейцарии они федерацию открыли, подписали, уже международный стал. Ну, слушай, если получается, да, наш вид спорта стал международным, то есть какие-то, ну, какая-то вероятность, что в скором времени он, может, войдет в олимпийскую какую-то они категорию, недавно открылись, им надо... Ну, скажем, да, через 10 Россия, лет, да, через 10 может лет быть, получится. Мы надеемся, да. Какие да, вообще критерии попадания вот в категорию олимпийского спорта? Ну, надо больше других видов федерации открыть, чтобы развивался везде этот вид То есть, спорта. получается, должна быть какая-то большая цепочка, да, вот этих федераций в каждой стране. Да. Ты спортсмен, и у любого спортсмена есть такая штука, как сборы. Собственно, завтра вы, да, уезжаете уже на сборы в Сочи, да, если не ошибаюсь? Да. Супер. Вот скажи мне, меня тоже как вот спортсмена, да, бывшего, интересует такой вопрос: где ты проводишь свои сборы и почему именно там? Ну, сейчас федерация у нас, руководство все поменяло. У нас вообще сейчас, как другие страны, новый уровень. Это радует, кстати. Да. И сейчас во главе федерация Исмоиль Мамадзоир стал. Он нам тоже специалист из Японии, тренер привез. И они решили, что перед чемпионатом мира там международный сбор будет в Сочи. Кроме нас, сборной Таджикистана, еще несколько стран будет. И перед чемпионатом мира мы 2 недели там будем готовиться и физически, и технически. А всё. вот чем обусловлен выбор этого города? Там погода или что? Ну, я думаю, там база у них, вот ЦОП-центр олимпийской подготовки, там все есть для сбора и корподготовки, и физически, там тренажерный зал, и все есть там, база, хорошая база, и все спортсмены приезжают. Ну, я думаю, что в скором времени, да, наша федерация позаботится о том, да, чтобы у нас у нас были уже такие базы. недавно, вот говорю же, руководство поменяло у нас. Никогда у нас совместных сборы не было. Сейчас уже в этом году 2 раза в Таджикистане мы были на сборах в клубе Оджи-Шариф. И 2 раза мы были за границей. 1 раз в Австрии, в Метерселе в начале года. Потом в Узбекистан отправили на сборах. А вот где тебе больше понравилось, в Австрии или в Узбекистане? Ну, наверное, в Австрии, да? В Австрии конкуренция где-то около 70 стран было, там 1000 атлетов было, там вообще конкуренция высокая была. Это очень жестко. Да. Но, как мы знаем, конкурентность рождает победителя. Это супер. Сейчас, кстати, в Европе тоже дзюдо очень сильно развивался. Там после Японии это 2 место Франция, потом Россия, Грузия сейчас очень сильно. Ну, почти грузины, они, да. во все весовые категории они лидируют в мировых рейтингах. У них в каждой весовой категории по 3-4 сильнейших. Это как дагестанцы в UFC, да? Да. Грузины в дзюдо. Окей, слушай, такой вопрос. Я вот посмотрел твою статистику, где ты выступал, и получается, что у тебя, соответственно, есть золотые медали. Вот Астана 2014, да, золотая медаль до 90 килограмм. Ташкент 17 и 18, кстати, тоже 2 золотые медали. У тебя подряд, получается, идут.
Ташкент 17-й, Анталия 18-й. Получается, 16-17 тоже у тебя Ташкент, и получается, что Ташкент 13. Вот скажи мне, почему ты выигрываешь золотые медали только в Ташкенте? В чем прикол? Кухня одинаковая. В другие страны макароны, спагетти, а там плов, баранинка, да, такой. Не знаю, всегда у меня получился в этот соседний стран. В Казахстане я постоянно с медал с Гран-при. В Узбекистан, потом в Турции. Ну, у меня часто было там. Слушай, а как это, вот скажи мне, это, наверное, связано с тем, что ты себя там чувствуешь, наверное, лучше, да? Наверное. По-хозяйски, так сказать, типа. Ну, говорю же, дзюдо очень высокая конкуренция. Там, если твой день, ты всех выиграешь. Сейчас, например, иногда бывает, ты в хорошем форме тренируешься, режим, дисциплина, все соблюдаешь. И раз первый схватку там ты проигрываешь. А когда, наоборот, например... Ничего не делаешь, да, кайфуешь? Ничего не делаешь, и раз у тебя подгруппа хорошо попадает, и ты раз выиграешь. И бац, ты золотой медалью стоишь в Ташкенте опять. Да. Вот, скажи мне, вот как ты вот ощущал и как ты боролся с психологическим давлением? Потому что, насколько я знаю, вся страна, она вот прям давай, комрон. Вот было давление, и как ты с этим боролся? В 2016 году я был в очень хорошей форме. Я тогда, кстати, впервые в истории Таджикистана я перед Олимпийскими играми я выиграл чемпионат Азии. Это до сих пор никого нету золотой медали. Я 2 года подряд, и 16 и 17 году выиграл чемпионат Азии. Как раз таки Ташкент. Ташкент и Гонконг в Китае. И в Рио, перед Рио я выиграл чемпионат Азии, потом мы прошли сборы в Шахристан в горах 25 дней. Потом после горподготовки мы в Кайракуме готовились. И мы ездили в Олимпиаду, там я был 9 в мировой рейтинге, а тот, который со мной боролся, грузин, он был 3 в мировой рейтинге. И раз он в 2016 году стал чемпион Европы, а я стал чемпион Азии, мы не должны были первый круг попадать с друг другом. А там я не знаю почему. И раз мы первый круг попали с друг другом. И мы боролись до конца. И в конце 20 секунд он меня поймал на осекоме, на удержании. Удержание? Да. Я проиграл ему. Он в финал вышел, он вторым стал. А в Токио я тоже в очень хорошей форме был. Я сборы в Германии проводил. Там я 3 месяца оставался, готовился, и физически я все, даже анализ давал. Я все свои, например, свои рекорды на тяжелой атлетике, на скоростной беге, на все я на максимально сделал тест перед Олимпиадой, чтобы в Олимпиаду достойно выступить. И после сбора у нас было 10 дней свободной тренировки. Я прилетел в Таджикистан, и как раз там время ковида было. Я в больницу попал, я чуть не умер. Я 25 дней в больницу лежал. С больницы я в Токио летал. Я вышел и прямо туда летал. А как так получилось? Почему ты не снялся с соревнований? Ты же болел. Потому что я 4 года готовился, отпахал, да? Я хотел, да? Я в Олимпиаду, там, я говорю же, конкуренция очень высокая. Никто так не попадает в Олимпиаду. Олимпиада не чемпионат области, чтобы ты снялся, а там Олимпиада. Тут, короче, ты вот Мурием Рафтанат, да, верно? Да. Вот, как говорится, улеп-терлеп, верно? Да. Мурда. Окей, слушай, в любом случае, ты поехал, ты молодец. Ты показал мужество, стойкость. Я считаю, хотел, это круто. Там, у любого человека цель, вот спортсмен, который тренируется, у меня каждый день до сих пор, у меня 3-я Олимпиада, вот через 1,5 года Олимпиада, я до сих пор, я верю, что смогу я взять медаль.
Ну, У меня есть все возможности сейчас. Просто, я не знаю, что случилось у меня с ковидом. Просто некоторые говорят, что он сейчас вот, он говорит, что типа Бахона, вот он знаем мы проиграл. таких хейтеров. Проиграл, он говорит, что он болел. Если он выиграл, я вот, все мои родные, все близкие меня знают. У меня 20 дней температура не снизилась. Не снижалась. Да, ну вообще. да, ну слушай, это прям ты молодец. И после этого я боролся, там 2 минуты боролся, у меня, как тебе говорить, Звездочки перед глазами летали. звездочки, и я этого француз, который меня выиграл, я его выиграл перед этой Олимпиадой. Я готов, чтобы он меня бросил, я вышел из татами, я даже дышать не могу. Он боится и захват срывает и назад убегает. И он в конце, короче, он мне в Golden Score, золотой бросок, он меня на болевой поймал, короче. Ну понятно, но все равно, да, тушевал пацан. Да. Тушевался пацан. Ну, наших так просто не возьмешь. А так с этой подгруппе, если, видишь, у Всевышнего другой план. Если в таком, я нормальный, я не боялся бы, в таком подгруппе я спокойно могу в финал вышить. Это немец, который в финал вышел, Ты его борол? Да, я его выиграл недавно. После Олимпиады я его выиграл. После Олимпиады я вообще не давал его шанс. Я его просто так сказать, схавал. каста гифты. Схавал, как шурфу просто поднял, опрокинул, есть же. Ну, слушай, круто. Знаешь, его день был. Ну да. Ну слушай, я что думаю, вот Месси, допустим, да, тоже смотри, сколько раз он пролетал мимо, вот в конце концов он все-таки выиграл в 2022 году. Вот я очень надеюсь, что история Месси повторится с тобой, и в 2024 ты все-таки возьмешь и привезешь золото сюда, к нам. Для меня мотиватор это наш олимпийский чемпион Дильшод Назаров. Он тоже 3 раза был в Олимпиаде, он проигрывал. И четвертый раз он золото У тебя взял. получается какая по счету? У меня какая по счету? 3-я Олимпиада. У тебя 3-я? Да. У тебя еще одна есть? Нет, последний. Уже возраст тоже мне сейчас. Да ладно тебе, мы с тобой молодые. Ну что ты. Мы молодые, нам по 30, у нас еще 10 лет впереди еще есть. Профессиональный спорт очень. Да, согласен с тобой, это очень сложно. Особенно держать такой высокий темп, который держишь ты, и постоянно что-то выступать. Да, на самом деле. И кроме этого, я постоянно каждый соревнование по 7-8 килограмм вес гоняю. Это очень сильно. Ты, получается, прирожденный тяж, да, получается? Не 90 ты, короче. 97-98. 97-98. А тренер, если спрашивает, 95. 95. 98. Нормально. Слушай, перейдем, наверное, теперь к вопросу от подписчиков, к вопросам. Они очень интересны, у нас вообще очень крутые подписчики, они любят давать интересные вопросы. Смотри, давай я начну с простых вопросов. Да? Вот такой вот вопрос Фируз Гаибов задает, говорит, любите ли вы футбол и за какую команду болеете? Футбол не вид спорта, потому что там нельзя кидать. Нет, футбол я смотрю, особенно когда финал чемпионата мира только. Я за Реал. Короче, он каждые 4 года один раз смотрит футбол. Я за Реал. За Реал Мадрид, да, ты болеешь? Ладно, Вохидов задает. Следующий вопрос от Вохидова. Шумо Ягон Бор, допинг истифода бурдаги хастет? Давай только честно. Сейчас он спросит, а баранина допинг считается, нет? Общий як-баяк. Было случай в 2016 году, когда я Азию выигрывал, тогда проблема была с Милдронат. Кстати, да. Да, я до 2015 года, до декабря, я тоже принимал вот эти лекарства. Потом мне сказали, что это запрещенный препарат. Я помню, в последний раз в декабре я принимал. И когда я в финал вышел, мне сказали, что ты должен финалу отдать, чтобы тебя на допинг-контроль не отвезли. И если тебя проверяют, тебя дисквалифицируют. И на Олимпиаду не попадаешь. Я говорю, я в декабре, этот закон в январе вышел. Я как раз боролся, выигрывал. И тест давал, я чистый. Кроме этого, я с 2017 до
Олимпиаду Токио я был зарегистрирован в ВАДА. Они, кстати, к нам приехали в допинг-контроль в Кишлак, в Пролетарск. Зря они это сделали, да. там все вот такие. И там ты местонахождение пишешь каждый вперед 2 месяца. Они сами приезжают с Казахстана, с России. Давай сразу, им там понравилось? Я не знаю. Окей, следующий вопрос. Смотри, вот Абдутолиб Худойдодов задает реально такой серьезный прям вопрос. Мне лично его вопрос понравился. Смотри, вот так вот он звучит. Шумо то вахти тилои хело фаол хастет, аммо баъди вахти асосӣ хело хаста мешавед ва ҳамин сабаб мешавад ки шумо мағлуб мешавед. Ин аз чӣ ҳисоб аст? Нам нужен фармакология, нам нужен хорошие врачи, хорошие доктора, хорошие физиотерапевты, чтобы мы восстановились после каждой тренировки. Вот каждый день мы тренируемся, и без восстановления это никак. Потом другие страны сейчас очень сильно развиты насчет фармакологии. У них несколько спонсоров насчет фармакологии, насчет все. А вот те, которые не употребляют фармакологию, они устают. А мы чисто на таджикский плов Чисто боремся. на своих, на народных, да, Да, фармакологиях каких-то. Да, потом, другие страны, они все химичатся, и у них есть доктора, они потом свой организм очищают, потом едут на соревнования. А у нас, получается, все пацаны чисто на вот природе, верно? Ну да, некоторые вот БЦАшки купят, другие купят, не знаю, Кстати, что. БЦА, это не запрещено? Нет, ВАДА? не запрещено. Это чисто биологическая добавка, чтобы вы понимали, это не допинг, Да. абсолютно. Окей, ну и последний вопрос от наших подписчиков. Это некий 5А.03 задает вопрос. Ребят, пожалуйста, пишите свои имена по-братски. Очень странно. А03. Это что такое? Окей. Такой вопрос. Ну, он, не знаю, он то ли вопрос, то ли утверждение. Давай я зачитаю его как есть. Ман фикр мекунам карьеры устоперион ба ахибрафта истодаст Маджидов Джахонгир хуб хаст дар Олимпиада и Париж. Что ты на это можешь сказать? Вот я же сказал, что тоже у нас в моем весовой категории есть перспективный Джахонгир Маджидов. Он молодой. Ему 23 сейчас. Ну да, еще молодой. Да. И у нас сейчас после Олимпиады нам дают соревнования. Из этих соревнований они очки дают. Вот, например, я 2 круга выиграл, или призер стал, или чемпион стал. Они очки дают. Постоянно мы ездим на соревнования. Те, кто в рейтинг впереди, он ездит в Олимпиаду. А я сейчас нахожусь в 16-м. Джахонгир, не знаю, он или 71-м, или не знаю, каком. Где-то там. Да. У нас конкуренция, говорю уже, 90 килограмм. Он сейчас в Париж отборемся. Вот, соревнования сейчас. Вот, недавно мы были в Португалии, в Ташкенте. Вот, чемпионат Азии, исламские игры мы были в прошлом году. Вот кто хорошие результаты дает, тот поедет в Олимпиаду. Тот поедет. Да. Ну, давай ответим некому АА03, что, да, на мой взгляд, твоя карьера назад не идет, она наоборот идет вперед. Почему он так считает, я не знаю. Человек, пожалуйста, будь объективным. Окей, ну и, слушай, закрываем рубрику «Вопросы от подписчиков». Тебе сейчас 30 лет, верно? Да. Юэль Ромеро. Нам. Это просто возраст в глаза попал, я не плачу. Окей, Юэль Ромеро начал свою карьеру в ММА в очень таком солидном возрасте, им почти 40 лет было, если не ошибаюсь. Так вот, у меня к тебе вопрос. Да? Ты вот собираешься в ММА, там ведь хорошо платят, там ведь круто платят, я бы даже сказал. Я знаю. Нурулло, допустим, наш, Алиев, Лоик Раджабов там. Наши пацаны все стремятся в UFC, Да. все в ММА. Вот какой у тебя, да, какое мнение твое на этот счет? У меня сел олимпийский медаль, И все. честно говоря. Были планы, были предложения насчет ММА в Европе. Я с 2017 до Олимпиады Токио, у меня контракт был с тренером иранский, но он в Германии жил.
я с ним тренировался, там мы ходили иногда в зале. Ну, для этого очень большой финансовый нужен для ММА. Ты должен постоянно на сборах быть. Там еще нереальный там фармакология надо там. А есть желание вообще? Желание есть, конечно. Почему нет? Если тебя поддержат, ты пойдешь? Да. Ребят, поддержите его, пожалуйста. Ну, для этого надо же, говорю же, там надо хорошие менеджера, Ну, чтобы знаешь, тебя вот продвигали. мое объективное мнение, что ты неплохо зайдешь в ММА, это раз. Во-вторых, ты достаточно уже раскрученный человек, как бренд. Тебя уже достаточно в федерации знают, тебя в странах знают. У тебя есть регалии какие-то, которых нет у многих бойцов, выступающих в ММА. Поэтому я более чем уверен, что если ты захочешь, Комрон, ты там будешь. И тебя будут поддерживать. Потому что, ну, давай объективно, от тебя будет толк. Да. Ты в борьбе хорош, а кто владеет партером, тот владеет чем? Поединком. Все верно. Это, кстати, закон такой вот. Тем более ударка у тебя тоже неплохая. Верно? Наверное. Да. Ты скромняга. Да смотри на скромнягу, а. Окей, Комрашов, спасибо тебе огромное, что нашел время, пришел к нам, ну, что отложил немножко свой отдых перед сборами. Я понимаю, насколько это сложно, понимаю, насколько это энергозатратно сборы. Во-первых, я лично тебе желаю не получить травму. Потому что как спортсмен, я тебя понимаю, очень многие ребята именно вот на периоде сборов получают какие-то непредвиденные травмы, и в результате они не могут просто достойно представлять ни себя, ни свою страну. Я тебе желаю крепкого здоровья, крепких связок, костей и мышц, чтобы ты не травмировался и достойно прошел сборы, достойно выступил. И я хочу, чтобы ты в 2020... Я прям хочу, я не желаю, я хочу, чтобы ты в 2024 году в Париже завоевал золото. Потому что Ташкент Ташкентом, а Париж это все-таки, да? Это Париж. Слушай, ну и напоследок какое-то напутствие, какой-то совет молодым спортсменам, дзюдоистам. Ну, я всем молодежям говорю, занимайтесь спортом. Не только дзюдо, другие виды спорта тоже, олимпийский, который вы представляете свою страну, чтобы все ваши друзья, ваши родители гордились, чтобы вот они гордились, чтобы Не ерундой занимаются. да, чтобы их сыновья подняли флаг республики, чтобы всегда они гордились своими сыновьями. Да. Круто. Тебе спасибо большое. Удачных сборов. Это был Умит Абдулаев, это был Комран Шоху Стоперион, и это был Пари Лайв. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставьте свой комментарий. Пожелайте человеку удачи. Пока. Party, party.